Рада представить вашему вниманию новый выпуск интернет-проекта Дома дружбы Карагандинской области «Достык Дастархана». И сегодня у нас в гостях Кристина Замирчук, солистка народного вокального ансамбля «Русалица». Рада приветствовать. Что мы будем сегодня готовить? Сегодня мы с вами приготовим вкусный и полезный, и самое главное, быстрый завтрак. Это конвертики из лаваша с луком и с яйцом. Ну и так как на улице сейчас жаркое лето, всегда мы испытываем жажду, поэтому мы приготовим вкусный лимонад, который тоже можно приготовить из того, что есть под рукой. Все быстро и вкусно, и полезно, самое главное. Кристина, что мы делаем сначала? Я так понимаю, яйца, да? Да, первым делом нам нужно поставить варить яйца, потому что это самое длинное из всего процесса приготовления, а все остальное мы сделаем быстро. Все, что занимает по времени, да? Отлично. Кристина, расскажите про ансамбль «Русалица». Вот вы, когда пришли туда в первый раз, помните, когда первый раз выступали именно в ансамбле? Да, в ансамбль я пришла уже довольно давно, но он уже существовал до меня несколько лет, поэтому я пришла уже, скажем так, в готовый коллектив, но... Устоявшийся, да? Да, но этот коллектив, он был мне с детства знаком, потому что руководителем, именно вокальным руководителем нашего коллектива была женщина, у которой я занималась вокалом с самого детства. То есть она меня туда как бы вот и пригласила. Да? То есть получается, это как бы моя вокальная мама. Так, мы ставим яйца? Да, мы ставим яйца вариться и включаем плиточку. Часто готовите дома, Кристина? Ежедневно готовлю. Какое готовите любимое блюдо у себя на кухне? Я очень вкусно готовлю борщ. Ох, да, очень вкусно, все мои домочадцы его очень любят, но у меня есть дочь-подросток, которая любит все из вторых блюд. Да, поэтому, соответственно, разные виды паст, как и любые дети, она любит макароны. Пиццу, наверное, да, и остальные донеры. Вот сейчас все дети, в принципе, питаются в таком ключе. Тут у нас, получается, нужно будет еще, кроме этого, с сыром, да, что-то нам сделать? Да, что нам понадобится, это вареные яйца, зеленый лук, ну, сам лаваш, соответственно, моцарелла. Ну, можно вообще любой твердый сыр, но мне нравится, как она плавится. И тянется потом, да, наверное, когда прям. И сметанка. Вот, пока варятся наши яйца, мы можем порезать зеленый лучок. Давайте. Так. Или потереть сырок. Да, давайте сделаем пока это. И, знаете, у меня сразу такой вопрос. Часто собираете гостей у себя дома? Ну, я думаю, довольно часто. Собираем просто, естественно, каким-то праздникам, ну, бывает по выходным. Собираемся у друзей тоже в том числе. Вот, поэтому, да, довольно часто. А что для вас, вот, например, считается дастарханом дружбы, да? Вот у нас интернет-проект называется «Достык Дастархан». И вот когда собираешься за одним столом, обычно накрывается большой дастархан, да, и на этом дастархане обычно много блюд. Вот какие блюда вот на вашем дастархане дружбы? Меня вообще всегда восхищает в нашей любимой стране особенность того, что настолько переплетены различные культуры в единое целое, да, как нигде в мире. И у нас с вами есть возможность пробовать разные блюда разных национальностей, потому что наш круг общения, он тоже состоит просто из всех народностей практически, которые проживают на территории Казахстана. Поэтому, ну, естественно, уже давным-давно любимым блюдом это бешбармак стал, который мы готовим уже на тоже все праздники. Идеально, можно сказать, да? Да. Умеем выбирать мясо, знаем, что должно входить в состав, тесто, да, все знаем. Вот. Это и какие-то манты, и что-то из русской кухни, и из татарской кухни. Есть сразу захотелось. Да, поэтому у нас с вами есть классная возможность пробовать все. Да. Вот что замечательно, действительно, у нас и Дом дружбы, и Достык Дастархан тоже вот эту идею проносят о том, что у нас все объединяется за одним дастарханом, за одним столом. Да. А вот «Русалица», вот вы же выступаете на различных, да, площадках и на различных мероприятиях. И как вот удается собрать именно тот репертуар, который трогает душу? Как отбираются песни? Репертуар у нас довольно-таки разнообразный.
Чаще всего, конечно, репертуар мы стараемся составить из более динамичных и веселых песен, да, для того, чтобы все-таки как-то поднимать настроение зрителю. Плюс все наши песни всегда сопровождаются танцами, то есть у нас наполовину, можно сказать, танцевальный коллектив. Вот. Поэтому как бы хочется дарить людям хорошее настроение, и, соответственно, мы выбираем чаще более динамичные песни. Но иногда, конечно, хочется что-то для души, поэтому появляется лирика порой. Выбираются песни по-разному. Иногда из каких-то старых сборников, допустим, славянских песен. Сколько сейчас в коллективе человек? В нашем коллективе 8 человек. В основном, даже, наверное, все, кто состоит в нашем коллективе, это работники образования, учителя. Вот каково ощущение, когда ты представляешь Казахстан вот где-то за рубежом? Это же все равно такая большая ответственность, и ты чувствуешь, что за тебя болеют, ждут результата, конечно же, ждут победы. Ну, в любом случае поддержат, конечно, если даже не одержал, да, какую-то победу, не занял какое-то место. Но вот это ощущение, оно непередаваемое. Я вообще фанат Казахстана, я очень люблю нашу страну и всегда возвращаясь даже просто из личной какой-то поездки в наш аэропорт, да, как прилетая, слыша нашу речь, всегда чувствуешь вот это вот что-то родное, такое свое. И когда ты представляешь целую страну, да, в другой стране находясь, то это настолько такой коктейль из разных ощущений. Это и груз ответственности, где-то страх, переживание, что ты вдруг не оправдаешь чьих-то надежд, естественно, которые есть и на тебя возлагаются. Но и в то же время это и восхищение, и гордость за наш коллектив, что у нас получилось поехать, да, на такой конкурс, что мы смогли. То есть это смешанные чувства, но в большей части и в большей степени это радостные, гордость. А вот сейчас мы сварим яйца, получается, мы должны их смешать, да, нарезать тоже? Да, мы можем потереть моцареллу. Я думаю, что мы сделаем вот так. Сейчас нам половинки хватит вполне. Вот. Ну вот у нас терка у нас одна, да. Да. Поэтому мы доверим процесс вам. Да, хорошо. А вот и лаваш потом нам нужно будет разрезать на полосочки для того, чтобы свернуть. Кристина, а можно вот представьте, что вы на репетиции сейчас и какой-нибудь отрывок из песни? Да. Я могу спеть отрывок из своей сольной песни, которую я часто исполняю, которая имеет успех у наших зрителей. Она называется «Казағымсың». Казағымсың елім үрүдүдүй ғажабымсың менің үрүдүдүй Ой, как классно, да, когда на кухне звучит музыка и когда звучит песня. Это просто вот, мне кажется, сразу даже блюдо приобретает другой вкус. Так, пока у нас яйца варятся, да, я так понимаю, мы же лимонад будем делать. Да. Мы можем пока подготовить, да, получается, для лимонада. Так, это можно сюда уже. Да, мы смешиваем, получается, нарезали зеленый лук и смешиваем его с сыром. Все, и туда же потом яйца, и в принципе все у нас для рулетиков начинка будет готова, да? Только разрезать лаваш и завернуть, и обжарить. Посолить, да, наверное, поперчить потом, да? Это уже когда в процессе. Пока варятся яйца, мы решили подготовить к лимонаду уже, да, ингредиенты. И, я так понимаю, Кристина, нарезать лаваш. Да. Главный ингредиент наших он режется для конвертиков каким-то специальным методом. Порезать лаваш нам нужно на довольно узкие полоски. То есть это зависит уже от формы лаваша, но в данном случае вот он удобный, потому что он вытянутый, как раз такой продолговатый. Поэтому, сантиметров по 10-15 ширина должна быть полоски. Можно это делать кухонными ножницами, если они есть, можно ножиком. Поэтому... То есть как удобно, каждый может... Тут процесс творческий. Ровность не столь важна, потому что мы их потом все равно сложим. И здесь главное нарезать. В общем.
Кристина, вот вы часто выступаете перед большим количеством людей, да, публикой. Вот были какие-то вот у вас, ну, может быть, вы замечали, да, что люди на определенные песни реагируют как-то ярче, эмоциональнее, начинают подпевать, танцевать, там, может быть, как-то еще. То есть бывают песни, которые вот прям трогают душу очень сильно. Да. То есть вся музыка, она, в принципе, создана для души, да, но вот бывают песни, которые они объединяют, что ли, как-то одним духом. Очень хороший отклик находят всегда песни двуязычные. То есть, допустим, у нас есть несколько песен на казахском языке, но где мы сделали специально перевод одного куплета, вот так, например. да? Ну, не перевод, а сочиняли. Например, есть народная песня, казахская народная песня «Агдарига», одна из наших последних. И мы, почитав перевод, поняв смысл этой песни, о чем она, добавили, дописали один куплетик на русском языке. Она поется акапельно, эта песня, то есть без аккомпанемента, без музыки. И очень классно и здорово получилось. И люди всегда реагируют очень тоже здорово, с интересом, потому что это вроде бы как бы использование старых песен, да? Да. Но за счет вот этой новой волны, скажем так, в этой песне. Как кавер-версия уже Типа такая, того, да. получается. И людям это очень нравится. А вот для вас лично какая любимая прям вот песня? Вот бывает же вот прям Да. с какой песней хочется выходить и выходить на сцену? У нас в репертуаре есть одна очень классная песня. Она была, я так понимаю, написана как раз к празднику 1 марта, Дню благодарности. Она в нашем ансамбле настолько красиво разложена по партиям, мы столько в нее вложили усилий, труда, любви, своих эмоций, что любой человек, который ее слышит именно в нашем исполнении, ни разу еще не остался равнодушным. Ну, тоже не можем не попросить, да, раз это ко Дню благодарности было, можно какой-то вот отрывок из этой песни? Так. В небе беркут, свободная птица, в небе солнце над степью кружится, и хочу я земле в пояс поклониться, той земле, на которой довелось мне родиться. Видите, аж мурашки. Мурашки. У меня у самой мурашки прям от исполнения, во-первых. Какая вы талантливая, Кристина. Спасибо и, большое. во-вторых, слова такие, которые действительно прям про Казахстан, про родину, да, про... Да, это песня о том, какую большую помощь оказал казахский народ когда-то в те ужасные годы репрессивные, да, когда они помогали людям, которых привозили в Казахстан. И это как дань, такая благодарности казахскому народу в этой песне выражена. А вот очень часто же выступаете, наверное, по национальным тоже праздникам, да, вот как Наурыз, например, Да. День благодарности тот же самый. В этот день чувствуется особое какое-то единство души, единство народа нашего Казахстана? Один из моих вот таких государственных любимых праздников – это 1 мая. Вот этот праздник, мне кажется, он максимально показывает именно всю суть внутреннюю нашей страны и вот эту любовь друг к другу, дружба друг с другом. Угу. Так, у нас яйца, по-моему, сварились, да, поэтому мы можем их отключить и почистить. И почистить, да? Вот главный ингредиент, которого мы ждали дольше всего, да, это вареные яйца. Мы что с ними должны нарезать, да, тоже? Да, давайте их нарежем. Мне больше нравятся нарезанные. Можно, если совсем нет времени, и потереть, конечно, но нарезанные кубиком, они чуть-чуть как будто бы... Чувствуется вкус прям. Да. Кристина, а вот Дом дружбы, да, вот в котором мы сейчас находимся и в котором снимаем наш интернет-проект, что для вас он означает? Вот, то есть у кого-то спрашивают, да, кто-то говорит, это как семья, кто-то говорит, что приходит и чувствует особую атмосферу. Вот что для вас Дом дружбы? С Домом дружбы я знакома уже довольно много лет, но наиболее тесно работаю последние несколько лет. Меня часто стали приглашать как солистку нашего ансамбля. Я довольно много мероприятий здесь посещаю, участвую. И
я согласна с теми, кто говорит, что это становится частью твоей жизни, да, наверное, как близкие родственники какие-то, когда ты приезжаешь, ты всех рад видеть, здесь очень всегда дружелюбная атмосфера, девчонки всегда улыбаются, все очень позитивные. Так, мы теперь должны перемешать. Да, нам нужно добавить несколько ложек сметанки. Ну, сейчас мы посмотрим уже по консистенции. Так, соль нужен, поперчить, да? да, и сделать такую единую массу. А вот сметана всегда или кто-то добавляет майонез, да? То есть все зависит от того, как предпочтение. Да? Я думаю, да. Но если вы хотите правильно питаться, добавляйте сметану так же прекрасно, как и мы, то... Да. Ну, вообще, в эти конвертики можно добавлять любую начинку, какую хочешь. Это может быть и курица вареная, и колбаса, быть может, ветчина там, или кто. То есть, по сути, по идее, это очень быстро готовится. Просто мы, так как за разговором, да, поэтому мы немножко растянули этот процесс в удовольствие. Я вот сначала всегда так перемешиваю полностью, а потом уже добавляю сметану. А потом уже сметану. Равномернее, да. Ингредиент такой. Да. Ну, сметанка, она просто как бы соединит, скажем так. Все, ну, пару ложек добавим. Если будет мало, то еще добавим. Да. А вот, Кристин, вот музыка, да, это, наверное, та категория, которая объединяет людей не только, да, на сцене, где-то на большом мероприятии, на концерте, но еще и за столом. Вот можно сказать, да, что музыка, песня, она тоже главный ингредиент на Достык Дастархана? Я думаю, музыка вообще главный ингредиент в жизни людей. Потому что без музыки очень, наверное, грустно было жить. Потому что музыка в себе несет такую большую идею, да, это и поддержание какой-то традиционной культуры каждого народа, это поддержание традиций каждой семьи, это всегда хранитель каких-то воспоминаний, музыка, да, всегда нам помогает что-то или кого-то вспомнить под определенные там ноты. Это и выражение восхищения там и о любви к родине, и о любви к человеку, к семье, там, к родителям, к детям и так далее. То есть музыка – это такой огромнейший инструмент, с помощью которого человек, в принципе, может украшать свою жизнь в любой ее сфере, в любом проявлении. Так, а что остаются, да? Я могу пока мяту нарвать в лимонад. Так, мы сейчас должны завернуть, получается. Так, мы можем залить, да, эти ингредиенты, чтобы он настаивался, может Я быть, думаю, пока, да. Можно так, было бы... мы добавляем сироп тоже сюда, да? Получается апельсины, мята, да, немножко сироп, примять. Да? Примяла я эти апельсинчики. Тогда немножко сиропа. Прям немного, да? Ну, я думаю, достаточно. Достаточно, лучше да? добавить. Если по... Да, тем более одна из жидкостей у нас имеет немножко тоже сладкий привкус. Да? Сюда еще добавить лед можно, да, чтобы он был такой. Минеральной водой заливаем. Какая красота вообще. Можно смотреть на бесконечно на несколько вещей, да, как Кристина поет песню, как льется вода. И делается лимонад. Да, и как делается лимонад. Так, а второй? Так, и второй добавляем, чтобы не сильно сладкий был, наверное, да, мы добавим. Минералка, чтобы... она уравновесит этот вкус. И добавить льда. Уже очень красиво смотрится. Идеальное завершение. Уже очень красиво смотрится. Просто. Да. Посмотрите, а звук, вы слышите? АСМР. Да. Я помню, в детстве у нас был такой напиток, который делался из пакетика. Да. Всем известный напиток. Всем известный напиток, который просто добавь воды. Правда. И казалось, он настолько вкусен. Это просто не передать, мне кажется, он вкуснее, чем сейчас многие. Так, мы должны теперь сделать конвертики. Мы раскладываем наши полосочки. Да, вот такие. Ну, мы можем тут разложить не сразу все, несколько. Вот давайте начнем с этих, вам будет удобно. Квадратные, которые такие будут. Сложные оставим мне. Да. Давайте, сложный процесс вы сами. Да, ну, на самом деле процесс максимально прост. Мы берем наши вот так полоски, разложили, и на уголочек выкладываем нашу начиночку. Ну, примерно где-то ложку, да? Это, опять же, в зависимости от ширины. Я сейчас покажу один, а затем уже мы разложим. От ширины нашей полоски. Ну, вот где-то вот так. Оставляем уголок пустым. Свободным, да, чтобы он...
И можно было завернуть. сначала делаем вот треугольничек, Угу. и потом по всей этой длине И заворачиваем. Вот и он таким есть такой образом конвертик, у да? нас получится со всех сторон закрытый наш конвертик. О, какая красота. Чик-чик. Какая красота. Очень даже нравится мне Да. процесс, очень быстро. Это можно и с Да. детьми поделать, это несложно. Мастер-класс по Да. приготовлению, да? Свой МК провести. Да, давайте я вам сейчас Ага. положу ложечку. Да, и вы будем пробовать заворачивать. завернете. Угу. Так, ну вот плюс-минус там, если что-то где-то начнет вываливаться, это можно подправить. У нас остался последний и самый главный этап. Штрих Нам нужно обжарить наши конвертики на сковородке. Для этого мы возьмем немножечко масла. Можно это сделать, кстати, и на сливочном масле. Но у нас растительное, поэтому капельку Кому капнем. как удобно. Да, на вкус это не повлияет. Сковородку мы разогрели хорошенько. И с каждой стороны лаваш жарится очень быстро, поэтому мы кладем. Конвертики выглядят аппетитно. Я просто уже хочу попробовать с нетерпением. Нужно лимонад разлить, да? Он уже настоялся Я думаю, у да, нас? самый Всё? раз. Да, тогда я налью Хорошо. лимонад. А я подвину конвертики. Замечательно. У нас отличная команда, я Да. считаю. Согласна. Ну что, пробуем наши конвертики. Да. Прошу. Ой, как это замечательно выглядит. Вкусно. Да. Как раз И главное, не жирно, ничего. То есть все как надо. Это просто идеально. и сытно, кстати говоря. Очень вкусно. С лимонадом. Это просто песня. Согласна. В завершение нашего сегодня вкусного приготовления конвертиков, лимонада, хочется обязательно спросить пожелания для наших зрителей, которые будут смотреть интернет-проект. Я хотела бы пожелать каждому, чтобы у него всегда была возможность собираться со своей семьей, с близкими людьми, готовить вкусную пищу, собираться всем вместе за одним столом, делиться эмоциями, делиться впечатлениями, любовью своей, чтобы в жизни каждого из тех, кто смотрит эту передачу, и не только, всегда были верные, близкие, хорошие, добрые люди. Ну и пожелания нашей любимой стране процветания, мира, согласия и единства. И с песней самое главное, собирайтесь. Да, обязательно. А с голосом смотрите наш интернет-проект «Достык Дастархана». Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь со своими родными и близкими.